Россия для русских. Истории таджикских мигрантов. Меня вытолкнули из трамвая. Молодая девушка плюнула мне в лицо, а ее парень ударил сильно бутылкой по ноге. Нам стало сложно выходить на улицу. Что тебя там ждет, не знает никто. Могут в любой момент задержать и безо всяких объяснений увезти, что с нами неоднократно и происходило. Мы, конечно, давно уже привыкли к грубому обращению в наш адрес, но стало уже совсем невыносимо. Таджикские мигранты рассказывают о том, как им жилось и работалось в России после известных событий в Бирюлево. Кто-то даже был вынужден вернуться обратно. Антимигрантские настроения, которые были вызваны печально известными бирюлевскими событиями, не стихают по сей день. Более того, они вновь породили националистические настроения, и сегодня лица с неславянской внешностью сталкиваются с самыми ярыми их формами. В интернете периодически появляются сообщения об избиении или других формах агрессии на этой почве. Например, совсем недавно появилась информация о том, что в московском метро двое молодых людей напали и выстрелили из травматического оружия в лицо и живот выходцу из Дагестана. Приводилась версия, что это нападение произошло на националистической почве. Между тем, граждане Таджикистана тоже сталкиваются с таким отношением. Например, в социальной сети Facebook появилось письмо нашей соотечественницы Майсары, которое было адресовано русским. Она пишет о том, что уже 4-й год живет в Москве, и рассказала, с чем ей приходится сталкиваться. Мы снимаем однокомнатную квартиру в 6 остановках от метро. Мой день начинается в 6:30. Я убираю квартиру и помогаю по дому разным людям в разных концах Москвы, иногда и в Подмосковье. Работаю целую неделю, только 1 день отдыхаю и занимаюсь по дому. Стараюсь читать. Без книг не мыслю своей жизни. Многие бы вам рассказали больше, чем я. Но я скажу о том, как меня вытолкнули из трамвая, как молодая девушка плюнула мне в лицо, а ее парень ударил сильно бутылкой по ноге, после чего остались шрамы, как в поезде молодые ребята кричали: «Выходите, чурки, вас надо убивать, как тараканов». Как я боюсь входить в метро и стоять у края платформы, чтобы не столкнули. Как мы переживаем, когда узнаем об избиении, пропаже или даже смерти кого-то из наших. Не знаю, пишут ли об этом в газетах или интернете. Другой наш соотечественник Максут Суджатхонов тоже вынужден был вернуться домой из миграции. Когда со стороны местных жителей начались погромы, всем, кто не со славянской внешностью, стало реально страшно. Полицейские стали сортировать нас по внешним признакам. Нас собирали большими группами и обращались, как с особо опасными преступниками, даже если документы исправные. Некоторые мои знакомые, которые уже давно граждане РФ, тоже попали под эту мясорубку. Их неславянская внешность подвела. Не от хорошей жизни мы туда отправились, но сейчас там жить довольно рискованно, говорит Максут. Не только во внешности дело. Екатерина Назаршиева, юрист и независимый журналист, занимающийся защитой прав трудовых мигрантов в антидискриминационном центре «Мемориал» в ГЭС Санкт-Петербург, утверждает, что эта ситуация ей хорошо знакома, так как она сама живет в России в статусе мигранта. 2 года назад, когда я приехала в Россию, долгое время пыталась устроиться на работу. У меня высшее образование, прекрасно владею русским языком. На собеседовании я производила положительное впечатление, но как только работодатель узнавал, что я из Таджикистана, отношение ко мне резко менялось. Мой опыт и знания никакой роли уже не играли. Для них достаточно того, что я из Таджикистана. Мне давали понять, что ко мне не может быть доверия, что я не удостаиваюсь даже шанса, чтобы проявить свои профессиональные качества. Вокруг чувствовалось крайне негативное отношение, даже некоторое презрение. Меня направляли работать в дворники, уборщицы. Я поняла, что слово «мигрант», в их понимании, это синоним слова «раб», говорит Назаршиева.
По ее словам, на сегодняшний день ситуация трудовых мигрантов сильно ухудшилась, особенно в таких крупных городах, как Москва и Петербург. Рейды и националистические чистки – своего рода охота, которую ведут сегодня в отношении всех мигрантов. Все это больше говорит не о борьбе с нелегальной миграцией. Это является явным националистическим разделением на людей высшего и низшего сорта, на славянской и неславянской внешности. Выходит, визуально в категорию нелегалов сегодня попадают люди с ярко выраженными внешними данными, брюнеты с черными бровями и глазами, смуглым цветом кожи, считает Екатерина Назаршеева. Безусловно, что в эту группу могут попасть и сами граждане РФ, из республик Северного Кавказа, Татарстана и так далее. Мне кажется, кому-то выгодна данная ситуация в российском обществе. Естественно, в этом колоссальную роль играют российские СМИ, которые раздувают эту тему в контексте «все мигранты, преступники», что все беда в России от трудовых мигрантов и пришла пора очищать ее от нахлынувших кавказцев и азиатов.